Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю вас с профессиональным праздником. Что-то мне сегодня вспомнился случай. Однажды ваш коллега, давно это было много лет назад, был у меня в гостях. Если не изменяет память, у них было двое детей и ждали третьего. И размышляли, папы дома никогда нету, вот, помощь какая, сами понимаете, трудно воспитывать детей, ну и хватит ли средств и так далее. А детей у нас дома бегало много, и все кричали «папа, папа», и потом он говорит своей супруге: ну ты что, не понимаешь, как это здорово, когда дети бегают по дому, кричат там «папа, папа», вот соседи 8 детей, и всем все хватает, а у нас и нам Господь поможет. И сейчас, дорогие друзья, у них уже 5 детей. И когда они к нам в Капустино, у нас есть лагерь, вот она, приезжали в гости в храм, причащали малышей. Я смотрю и поражаюсь, какие они красивые. Они очень внешне красивые, вот прям как ангелы такие. И думаю, вот, а если бы их не было, вот этих малышей, старшие уже выросли, они с ними уже вместе не живут. И думаю, вот так вот 2 человека взрослых вдвоем бы оставить. А так они в заботах, хлопотах, сейчас им награду дарят патриарха, и тут наградили его как папу лучше. Поэтому у вас подвиг не только каждый день по защите людей, которые рядом с нами живут. Вот, ну, бывает вот такой вот подвиг, это тоже подвиг, потому что времени у вас порой не хватает, и служба, конечно, очень ответственная, и трудно порой своим собственным детям уделить внимание, поэтому это еще больше подвиг. Но тем не менее, в жизни есть смысл. И нам открыта удивительная вещь, что Бог, есть такое слово, Бог есть любовь. Вот. И любовь, она исцелит любое самое жестокое сердце. А когда ребенка в детстве немножко недолюбили, вот статистика преступлений говорит о том, что сердце вот такое становится уже жестоким, и он способен совершить порой очень тяжкие преступления. Его в детстве не любили, у него нет главного жизненного опыта. И ваш труд, дорогие друзья, это тоже любовь. Даже слово есть служба. Другие должности, там, профессии, это работа. А служат Богу, скажем, в храме, и вы тоже служите. Служите людям, служите Родине, а через это вы служите и Богу. Господь, есть такие слова удивительные, что если человек хотя бы чашечку воды холодной даст напиться человеку, который испытывает жажду, он уже не лишится награды в Царстве Небесном. Ведь это не трудно просто дать воды попить, казалось. Вот. А вам приходится, не покладая рук, порой трудиться и рисковать даже жизнью. Вот. Это все зачтется. Это дела вечные. И вот я сейчас спою песню как раз об этом, что в жизни есть вечный смысл. Он переходит через границу смерти. И любовь не распятая не бывает. Сам Бог, воплощенный Христос, был распят. Богородица страдала с первых дней за сына своего. Было гонение в Египет и так далее. Все воины, они жертвуют порой даже жизнью своей, и это тоже страдание. Любовь не распятая не бывает. И каждое доброе дело, оно зачтется там. Вот. И здесь порой нету награды, а порой даже и человека, и что-то плохие слова про него скажут, но у Бога каждый ваш день, и даже каждый час, он засчитывается, верьте в это. Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет. Потому что там у Бога живы все, и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева, Махусал и Ной, короли и королевы, но и сосед покойный мой. Короли и королевы, но и сосед покойный мой. Если все землей кончалось, было проще, меньше бед. Жил себе, как получалось, закопали и привет. Но не тут-то было в каждом, есть бессмертная душа. И, конечно, очень важно, как судьбу ее решать. А судьбу ее однажды обязательно решать. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажем, царственно, небесно, дай это Бог, что мы были в нем.
Интересно, до чего мы все доживем, скажем, царственно небесное. Ох, и факт, что мы будем в нем. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус, мир гумании не стал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов, ну разберись, что, почем, а выбор все же сделать надо безошибочным ключом. Если скажем, слава Богу, приоткроется секрет, уменьшающий тревогу по дороге на тот свет, потому что, слава Богу, скажем ангелы в ответ. С праздником!